Несмотря на ограничительные меры, ухтинские танцоры с успехом реализуют грантовый социальный проект «Лето равных возможностей». При участии Коми региональной общественной организации поддержки талантливой молодежи творческое движение «Вершины» с начала лета проводит серию танцевальных мероприятий, объединяющих профессионалов и всех желающих новичков. Подробности у Виктории Науменко. Есть мнение, что начинать заниматься танцами можно только с детства. А в старшем возрасте это уже бесполезно, поскольку эффект совсем не тот. Лето равных возможностей призвано как раз переубедить ухтинцев в этом. Это серия обучающих мастер-классов для танцоров всех уровней, в том числе для тех, кто только решился попробовать себя в этом. Проект задумали еще зимой, но ограничительные меры внесли свои коррективы. Однако это не помешало адаптировать идею под сложившиеся обстоятельства. Мы перестроились и провели мастер-классы. Ряд мастер-классов прошли у нас онлайн. Некоторые у нас прошли в качестве подарка на видеопроектах. И, конечно же, мы по возможности, когда уже было попроще, мы собрались и провели более 30 мастер-классов по различным танцевальным направлениям. Человек, может быть, всю жизнь хотел попробовать потанцевать, и мы хотели предоставить такую возможность. И я больше скажу, мы ее предоставили. У нас приходили взрослые люди, занимались, учились танцевать вальс, ча-ча-ча. Принять участие могли все желающие от 3 лет. За двухчасовое занятие участникам рассказывали о современных танцевальных направлениях, показывали основные движения. Причем такая программа была как для новичков, так и для опытных танцоров, желающих творческого роста. Для них мастер-классы вели профессионалы, лучшие преподаватели Ухты, Ярославля и Москвы. В результате репертуар ухтинских танцевальных коллективов пополнился новыми постановками от ведущих хореографов. Благодаря этому проекту юные танцоры приобрели и опыт преподавания. Именно они помогали новичкам постигать азы. Работали как со взрослыми, так и с малышами. С ними опыт был самым непростым, но самым ценным, делятся новоиспеченные педагоги. Их надо, чтобы прям поняли, донести до них все. Они многое не понимают, им надо правильно показать и прям досконально объяснить, что и как делать. Самое трудное для меня – это подготовка к занятию, то есть это надо продумать связку, которую можно дать, вспомнить элементы, в общем, составить план занятий. Я работала и с маленькими детьми, то есть это начальная школа, может быть, дошкольный возраст, и уже с более старшими – это средняя школа. Естественно, легче более со старшими. Почему? Потому что проще найти язык, подход проще найти. С маленькими мне в этом году пришлось работать впервые. Промежуточным итогом, проделанный в рамках проекта работы, стал фестиваль уличных культур. Ухтинские коллективы разнообразных танцевальных направлений показали свое творчество на открытых площадках города. Свои коррективы вновь внесла эпидемиологическая ситуация. Выступать пришлось на разных точках и в разное время, только с одним номером, чтобы избежать больших скоплений людей. Это площадки по всему городу, и это было очень ярко и впечатляюще, когда мы все собрали воедино. Это были танцевальные номера и от брейкеров, и от уличников, и, конечно же, мы увидели сальсу, бачата, мы увидели постановки в стиле контемпорари, джаз, модерн. И очень, конечно, нас это радовало, объединяло, особенно то, что в нашем фестивале приняли участие возрастные участники. Это коллектив «Ретро Нова», который порадовал нас своим ярким танцем и отличным настроением. Итоговое мероприятие проекта планировали провести в начале октября. Танцоры различных направлений должны были порадовать горожан эффектными номерами и вновь дать мастер-классы. И все это под открытым небом на набережной Газовиков. Открыли даже предварительную запись желающих в соцсети. Их оказалось множество. Но вновь введенные ограничительные меры большие планы нарушили. Однако проект не умрет. И задуманное масштабное действо перенесут или проведут в дистанционной форме. И, конечно, сделают подобный проект традицией. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.